Здравствуйте! В эфире «Редакция». Сегодня у нас вновь есть возможность поговорить с представителем власти. В студии у нас работают журналисты республиканских средств массовой информации. И сегодня они смогут задать свои вопросы министру Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслану Цуцаеву. Аслан Аркадьевич, просим вас в студию. Пожалуйста. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и пришли к нам, ответить на наши вопросы, поговорить с нами. Надеюсь, беседа у нас будет интересной. Спасибо за приглашение. Ну вот, пока мы готовились к эфиру, я смотрела, там, какие направления, да, у вас в министерстве, какими видами деятельности вы занимаетесь, что курируете, что контролируете. Я увидела, что у вас очень много направлений, очень много задач. А вы сами какую задачу считаете приоритетной, вот своей самой главной задачей? Ну, я думаю, что, наверное, после большого праздника вчерашнего, Дня России, в очередной раз у нас был такой повод задуматься о том, что страна у нас очень большая, в ней живет 193 народа, люди, которые говорят на разных языках и исповедуют разные религии. И наша маленькая Осетия тоже очень многонациональная республика. Я думаю, что вот сохранение гармонии, взаимоуважения, понимания между народами, которые живут у нас в республике, вот это, наверное, наша самая главная задача. И вы считаете, что вы с ней справляетесь, да? Ну, по крайней мере, можете какие-то выводы сделать по этому поводу? Я вообще могу сказать, что вот... скажем так, в Новой России, наверное, Осетия одна из тех республик, где национальная политика проводилась наиболее успешно. И вот те демографические процессы, они очень разные, разнонаправленные, я бы сказал, которые в республике происходят. Тем не менее, вот у руководства республики оно менялось, всегда хватало мудрости вот эту задачу сохранения согласия, мира внутри республики, внутри тех народов, которые живут, успешно решать. И мне кажется, что вот та картина, такая вот демографическая, полиэтничная республика, это вот как раз свидетельство того, что, наверное, все-таки мы ту задачу успешно решаем и сегодня. Ну, слава богу, это хорошо. И коль мы уже заговорили об Осетии, давайте начнем нашу беседу, наверное, с реализации программы по сохранению языка. Мы очень много об этом слышим, говорим, да, уделяем этому очень много внимания. И сейчас хотелось бы от вас услышать, какие конкретные действия выполняются, да, что делается для того, чтобы сохранить и развивать знания осетинского языка у нас в республике. Ну, вот это такая большая задача. И если на нее более обстоятельно, более глубоко посмотреть, то мы могли бы выделить несколько более конкретных задач. Ну, в частности, конечно, сохранение языка нужно начинать с самых маленьких наших детей. Вот часто приходится слышать фразу, наверное, вы все ее слышали, о том, что если в семье не говорят по-осетински, то, значит, все надо начинать с семьи. Но, к сожалению, так исторически сложилось, что сегодня многие люди, осетины, скажем, моего поколения или тем, кому сегодня 40 лет, они не знают языка. И, соответственно, они не могут своих детей научить. И их обвинять в том, что они не знают языка, смысла нет. Я думаю, конечно, важная задача государства в этом помочь. И вы наверняка слышали, что уже в 11, если я не ошибаюсь, детских садах вот воспитательный процесс ведется на осетинском языке. И еще целый ряд таких дошкольных образовательных учреждений намечен, где будут вот прививать любовь к языку и знание языка именно вот с, так сказать, самого младшего возраста. Это вот одно направление такое важное. Ну,
гимназия Аланская, и еще появляется целый ряд учебных заведений среднего звена, где тоже будет реализована полилингвальная образовательная модель. Она прошла апробацию, она себя хорошо зарекомендовала, и я надеюсь, что это даст тоже определенный эффект. Кроме того, конечно, мы должны дать возможность и взрослым людям учить осетинский язык, причем я могу сказать вот по опыту тех курсов, которые в республике есть и которые были несколько лет назад, очень много людей, которые хотят учить осетинский язык, взрослых людей, причем не обязательно это осетины. Не обязательно осетины. Вот дать им такую возможность, эти курсы, конечно, должны быть бесплатными для всех желающих. Это тоже очень важная задача, которая перед нами Простите, стоит. я вас перебью. А где у нас эти курсы есть? И ну, такие курсы были, например, в нашей национальной библиотеке. Вот. Сейчас я точно не скажу, где такие курсы есть, но мы их будем организовывать обязательно. Вот. Потом еще одно направление. У нас в республике осетинский язык является государственным языком. И, конечно, он должен функционировать как государственный язык. А по факту этого нет, если быть откровенным. У нас нет делопроизводства на осетинском языке. Мы не пишем какие-то, скажем, официальные письма, запросы и так далее на осетинском языке. Хотя в республике это вполне возможно, поскольку это язык государственный. И у нас нет даже, скажем, нормативной базы, у нас нет на осетинском языке важнейших законов республиканских. Они есть на русском, но их нет на осетинском. И вот как-то приезжал в прошлом году сотрудник посольства Германии к нам в республику, и мы ему такую экскурсию небольшую по городу организовали. И он обратил внимание и задал вопрос, а почему у вас нигде нет вывесок на осетинском языке? То есть вот даже человек совершенно посторонний на это обратил внимание. Вот. Это тоже важная часть нашей работы. Перевод законов на осетинский язык. И мы предполагаем начать работу по составлению, ну, скажем, каталога, базы данных осетинских названий населенных пунктов, чтобы они были написаны по-русски и по-осетински, поскольку это государственный язык. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все будет реализовываться, это будет решаться? Это все будет реализовываться. И, конечно, язык требует особого внимания и со стороны специалистов, ученых наших, лингвистов, языковедов, литераторов. Язык живой, язык развивается. Вот мы уже создали республиканскую терминологическую комиссию. Аналогичная комиссия создана в Южной Осетии. Одну встречу совместную мы уже провели в Цхинвале, сейчас мы готовим вторую встречу, она состоится здесь, во Владикавказе. И вот перед этой комиссией совместной будет стоять такая серьезная задача по подготовке различных словарей, скажем, юридических терминов и так далее, самых разных. Вот, потому что сегодня мы уже сталкиваемся с такой ситуацией, что на юге Осетии язык развивается самостоятельно, на севере развивается самостоятельно, и у нас уже даже в орфографии возникают различия, я уже не говорю о каких-то более тонких деталях языка. Вот, и, конечно, вот тут нужна такая совместная работа в координации научного сообщества Севера и Юга Осетии. Вот, такая работа тоже нам предстоит. Конечно, будет создан научный какой-то журнал, который будет публиковать материалы вот этих научных исследований. Будут готовиться словари самые разнообразные, общественно-политических терминов, юридических и так далее, как я сказал, которые будут, я думаю,
облегчать вот эту часть работы. Понятно, спасибо. Ну, это, конечно, очень здорово, все хорошо. Я бы вот у вас хотела спросить, а вам как кажется, правда? Вы тоже считаете, что осетинский язык, он на грани исчезновения? Ну, если говорить о тех данных, которые приводит ЮНЕСКО по вот исчезающим, умирающим языкам, у них есть определенная методика, по которой они рассчитывают. Скажем, на языке говорят только люди старше 80 лет. Вот это язык, значит, уже совсем умирающий. Вот. Но не совсем прозрачная вот эта система оценки ЮНЕСКО. Но угроза, конечно, есть. Угроза, конечно, есть. Мало кто сегодня владеет хорошим литературным осетинским языком, давайте говорить честно. Поэтому нужно пристальное и серьезное внимание, и нужны очень серьезные усилия, наверное, со стороны всех. Ну да, естественно, и дома, и родители, и детский сад. Ну, слава богу, что это все уже делается, и будем надеяться, что это принесет очень хорошие результаты, и мы, наконец, заговорим на своем языке все, да, дружно. Коллеги, давайте подключаться к беседе. Есть вопросы? Да, девушке предоставим право задать вопрос. Карина, пожалуйста. Здравствуйте, Карина Икаева, Европа Плюс. Аслан Аркадьевич, в республике появляется множество проектов по популяризации языка, в том числе и в цифровой среде. У нас есть приложение Бажон, Ирон Чинок, а Википедия на осетинском. И хотелось бы у вас узнать, вот как вы видите в дальнейшем организацию подобных проектов в цифровой среде? И могут ли наши молодые авторы рассчитывать на поддержку власти, потому что зачастую эти проекты создаются энтузиастами и затухают на начальном этапе? Ну, не совсем затухают. Вот те проекты, которые вы перечислили, они ведь не затухли, хотя на самом деле во многом на энтузиазме того же вот замечательного молодого человека Габараева, который сделал приложение для мобильных устройств. Ирон Чинок, очень хорошее приложение, игру Бажон. Вот у него еще масса каких-то интересных идей. Я думаю, что он их реализует. Это очень важное направление, потому что сегодня молодежь живет в своих планшетах, телефонах, и язык тоже должен жить там. Конечно, они могут рассчитывать на нашу поддержку. Вот в той госпрограмме, о которой мы говорим, которую приняли в прошлом году, есть определенные средства, которые заложены на поддержку именно вот этой работы. И поскольку вот мы о детях уже заговорили, там есть средства, которые заложены и на перевод мультфильмов популярных на осетинский язык. Сегодня такая работа тоже ведется, и тоже во многом пока на энтузиазме, скажем так. Детишки любят мультики, я думаю, что вот таким образом детей к языку приучать очень хорошо. Вот. Ну, мне не хочется пересказывать программу, это будет просто долго, наверное. И те, кому это интересно, очень часто к нам обращаются. А вот в этом году будут средства или в следующем вот такой проект мы готовим, мы можем рассчитывать на какую-то субсидию и так далее. Вот. Что-то уже реализовывается. Вот хороший конкурс был проведен. Сказки мы предложили написать на осетинском языке, авторские сказки. Вот. И некоторые опасения были, а найдутся ли желающие написать сказку на осетинском языке. Нашлись, очень хорошие сказки были написаны. Вот. Министерство культуры проводило это мероприятие. Вот. Я думаю, что и новые мультфильмы мы будем создавать, не только переводить известные и популярные уже. Вот. И новые, конечно, приложения какие-то будут появляться. То есть в ногу со временем мы обязательно пойдем? Ну, а почему мы должны отставать? Вот, действительно. Но сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а потом вернемся и продолжим нашу беседу.
Я напоминаю, это программа «Редакция». В гостях у нас сегодня министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, а также работают журналисты республиканских средств массовой информации. Давайте продолжим нашу беседу. И пока мы уходили на рекламу, я так поняла, что у моих коллег есть вопросы. Пожалуйста, давайте. Кто? Да, пожалуйста. Аслан Бугазов, государственная телерадиокомпания «Алания». Аслан Аркадьевич, в конце прошлого года в Москве в Российском государственном гуманитарном университете была конференция, посвященная как раз стратегии развития национальных отношений, и на ней, в частности, шла речь о необходимости сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов в России. И вот поправки к закону об образовании, в частности, касаемо языков, национальных языков в республиках, они, вот эти постулаты, они созвучны или противоречат друг другу? Конференции и вот этих поправок? Ну, вот тот форум, о котором вы говорите, Аслан, он не единственный. Эта проблема обсуждалась в разных форматах, на разных площадках. И вообще мне кажется, что вот на моей памяти вот в последнее время точно, наверное, такой реакции, как вот эти поправки к закону об образовании, в стране не вызывали. Я имею в виду такого бурного обсуждения и такого количества разных мнений. И это очень хорошо. Значит, эта тема очень актуальная, это тема, которая людей трогает, которая беспокоит. И вот очень много копий сейчас ломают. Должно ли быть изучение родных языков обязательным, либо оно должно быть добровольным. Если говорить об обучении, то, мне кажется, очень правильным будет посмотреть на мировой опыт. Вот все знают, что одна из лучших систем образования в современной Финляндии. И там тоже есть такая проблема. Я вам могу рассказать, как там обстоят дела. В средней школе, скажем так. Значит, в Финляндии живет чуть больше 5%, по-моему, 5,5% шведов. По-моему, 290 тысяч, если я правильно помню. И шведский язык является вторым государственным языком. Финский и шведский – два государственных языка. И вот 94,5% не шведов обязательно изучают шведский язык, потому что он государственный. И там это тоже вызывает споры. И самое интересное, что по различным социологическим оценкам от 60 до 70% населения Финляндии выступает против обязательного изучения шведского языка. И несколько уже таких инициатив было, когда различные общественные организации обращались в парламент Финляндии с просьбой отменить вот это обязательное изучение шведского языка. И парламент Финляндии все эти инициативы отверг. Они говорят, что шведский язык – это очень важная составляющая истории и культуры современной Финляндии. Поэтому изучение шведского языка в Финляндии будет обязательным. Вот если мы сегодня говорим о большой нашей стране, которая имеет федеративное устройство, которое состоит из 85 субъектов, для многих, конечно, эта проблема совершенно не актуальная. В значительной части субъектов один государственный язык русский, и вот эти копии, которые сейчас ломаются, для этих людей совершенно непонятная проблема. Но вот если у нас в республике два государственных языка, как мы говорим, то мне кажется, что изучение обоих государственных языков должно быть обязательным. Конечно, без крайностей, конечно, без фанатизма. Я могу напомнить вообще, с чего началась история этих поправок в закон об образовании. Такой был очень любопытный прецедент, когда в прошлом или в позапрошлом даже году
выпускнику одной из школ в Татарстане не выдали аттестат, потому что он не сдал экзамен по татарскому языку. А не сдал он, потому что он сын военнослужащего, которого перевели служить в Татарстан, и парень этот учил, по-моему, спустя рукава, что называется, татарский год или два, и он не предполагал, что ему придется сдавать в школе выпускной экзамен, и не сдав экзамен, он останется без аттестата. И тогда, в общем, вот эта история, эта ситуация вызвала такую очень серьезную, большую реакцию и в средствах массовой информации. Вот. Потом последовало поручение президента Генеральной прокуратуре проверить, насколько, значит, соответствуют те учебные программы, которые существуют в субъектах Российской Федерации, части изучения родных языков, образовательным стандартам. Вот. Ну и, в общем-то, были выявлены во многих субъектах нарушения, когда, скажем, количество часов русского языка, которые федеральным образовательным стандартом прописаны, меньше в реальности. Еще целый ряд других нарушений. И, в общем, это вот вызвало такую вот, значит, ситуацию, которую мы имеем сегодня. Поправки в закон об образовании. Конечно, никого нельзя ущемлять, но если мы, с чего мы начали разговор, ставим перед собой такую важную цель сохранить и развивать осетинский язык, то мне кажется, что изучение осетинского языка уж для осетин точно должно быть обязательным. А я вас уверяю, что очень многие с большим желанием не осетины будут учить и хотят учить осетинский язык, хотя бы азы какие-то. Ну вот я знаю, что там парень чеченец учится в Аланской гимназии, вот туда дали родители. И желающие еще были туда, не осетины, отдать своих детей. Я несколько раз уже цитировал Марка Борисовича Петрушанского, очень мудрый, опытный человек, который возглавляет в республике еврейское общество «Шалом». Вот он как-то рассказывал, когда был ребенком, семья их жила в Белоруссии, и мы, рассказывает он, еврейские дети с такой радостью, значит, убегали гулять, когда, значит, белорусы учили свой родной белорусский язык. Им это было не обязательно, и мы, говорит, убегали, гуляли, радовались. И теперь вот в почтенном возрасте он очень жалеет о том, что не учил белорусский язык. Вот. Я думаю, что те, кто родился в Осетии, те, кто здесь живет, хотя бы азы осетинского языка, конечно, должны знать. И желание есть, я об этом могу уверенно сказать. Вот когда не так давно мы проводили, значит, конкурс в День осетинского языка среди национально-культурных обществ. Ну, я такое удовольствие получил, как детишки разных национальностей читали стихи на осетинском, пели песни на осетинском. Вот живой пример такого отношения к осетинскому языку со стороны народов, которые живут в нашей республике. Конечно, мы должны дать им возможность обязательно учить их родные языки. И в республике у нас есть школы, где учат кумыкский язык, где учат ингушский язык, грузинский. Вот сейчас компактно в Моздокском районе кабардинцы проживают. Они тоже столкнулись с очень серьезной проблемой, потому что детишки маленькие, кабардинцы, они не знают родного языка. И я думаю, что мы приложим все усилия для того, чтобы хотя бы пока как-то факультативно организовать им изучение кабардинского языка. Это очень важно, чтобы каждый знал свой язык. И это вовсе не какая-то там угроза сепаратизма или раскола страны. Это, наоборот, уважение к тем народам, которые населяют нашу страну. Это очень важно, это показательно. Вот у меня, об этом я тоже не раз говорил, в свидетельстве о рождении написано на осетинском и на русском. Это было давно, в 1967 году, но вот тогда уже, значит, понимание того, что нужно дать возможность развиваться языкам,
в Советском Союзе была. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Ну, наверное, уже стоит отойти, потому что, как мы уже в самом начале сказали, ваше министерство занимается очень многими направлениями. Да. Давайте обо всем поговорим понемногу хотя бы. Пожалуйста, кто? Давай, Сармат. Все-таки немного возвращаясь к языку, известно, что русский язык — это язык межнационального общения, который понимаем абсолютно всеми в России. Вот остинский язык не понимаем абсолютно всеми даже в Осетии. Какая мотивация должна быть у молодого поколения учить остинский язык? Сложный какой вопрос. Ну, вопрос, конечно, интересный, да. Вот найти мотивацию — это непростая задача. И вот вообще дети же не очень склонны учиться в абсолютном большинстве. Да. Если есть возможность не учить, то большинство детей этой возможностью воспользуется. Поэтому, конечно, я думаю, тут надо больше говорить о мотивации родителей, искать для них мотивацию. Мы должны донести до всех понимание того, что, потеряв язык, мы потеряем некую частицу собственной идентичности. Не зная языка, мы не познакомимся с замечательными культурными достижениями, которые есть у нашего народа. Я имею в виду фольклор, я имею в виду эпос. Ну, не хочется, чтобы это все осталось только для лингвистов, иронистов, предметом изучения. И вот я как-то прочитал Новый Завет в переводе Гапубаева. Я могу сказать, что для меня, например, Нагорная проповедь на остинском языке оказалась вот гораздо более такой глубокой, чем на русском языке. Вот она меня сильнее тронула, совершенно неожиданно для меня самого. Вот нужно донести понимание важности родного языка. Как? Спасибо. Ну, давайте будем вместе думать. Думаю, решится этот вопрос тоже. Еще вопросы, коллеги? Пожалуйста. У меня еще вопрос по... Ведется ли вообще статистика министерством по оттоку или, наоборот, притоку русского населения? Ну, статистика ведется несколько другими учреждениями. У нас есть Росстат, у нас есть органы статистики в республике. Вот. Конечно, нам эти сведения известны, эти процессы мы тоже изучаем. Действительно, есть небольшой отток русскоязычного населения, но в абсолютном большинстве это проблема, не связанная с межнациональными отношениями. Это проблема скорее социального и экономического характера. Вот уезжает молодой человек учиться, скажем, там, в Краснодар, в Ростов, в Москву, в Санкт-Петербург, заканчивает учебу. К сожалению, у нас очень высокий процент нетрудоустроенной молодежи, много выпускников, которые не могут найти себе работу в республике. Вот. И отучился человек где-нибудь в Москве, там устроился на работу. И он со временем значит, как-то успешно трудится и начинает уговаривать стареющих родителей: перебирайтесь ко мне, вот у меня здесь хорошая работа и так далее. И вот в этом смысле, скажем, осетина в Осетии держат какие-то глубокие корни, родственные связи, еще целый ряд каких-то там причин мы можем найти. Вот русскому человеку в этом смысле проще подняться, переехать, продать здесь жилье, уехать куда-то. Будет работа,
будет обустроенный какой-то быт, и я уверен, что ситуация эта демографическая поменяется тоже. Хорошо. Еще вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. Насколько тесно ваше министерство работает с лидерами конфессий, конфессиями, комитетом по делам молодежи, учреждениями образования? Ведь национальные отношения начинаются вот именно с духовно-патриотического, с духовного воспитания, патриотического, наверное, да, так? Конечно. На самом деле. И вот вообще с детского воспитания детей, юношей, девушек. Так, наверное, на самом деле так, и насколько тесно вы сотрудничаете со всеми? Мы сотрудничаем очень тесно и с представителями разных конфессий, крупнейших в первую очередь, и, конечно же, тесно взаимодействуем с Комитетом по делам молодежи. Очень часто пересекаются наши интересы и их интересы, того же Министерства культуры. Ну, я могу вспомнить, например, в прошлом году отмечалось 440-летие Терского казачьего войска. И мы совместно с Министерством культуры провели большой фестиваль казачьего фольклора. Вот. С Комитетом по делам молодежи у нас тоже много совместных планов, проектов. Вот сейчас мы готовим в августе в очередной раз «Маяки дружбы», такой есть проект. Приедут ребята из разных субъектов, будут у нас в республике в течение недели. Мы сейчас уже подобрали объект. Это, скорее всего, будут башни Тидеевых в Тибе. Там, конечно, не какая-то профессиональная реставрационная работа. Ну, в общем, потрудиться там, немножко камни потаскать, чистоту, порядок навести. Вот это мы организовываем совместно с Комитетом по охране использования объектов культурного наследия, с Комитетом по делам молодежи и наше министерство. То есть мы очень часто пересекаемся, конечно, взаимодействуем. Мы же в одной упряжке, наверное, так можно сказать. Хорошо. Спасибо. Давайте сейчас опять прервемся на короткую рекламу, потом вернемся и уже продолжим нашу беседу. Это программа «Редакция». Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. В гостях у нас сегодня министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Цуцев. Здесь также журналисты республиканских средств массовой информации. Мы продолжим нашу беседу. Аслан Аркадьевич, вот совсем недавно состоялось заседание антитеррористической комиссии под председательством главы республики, где вы озвучили такие цифры, что только вашим министерством было выявлено более 30, по-моему, если я не ошибаюсь, публикаций в интернете экстремистского направления, такой направленности экстремистской. Да? Вот можете как-то прокомментировать? Судя по этому, мы можем делать вывод, что ваше ведомство еще и занимается безопасностью, скажем так, ну, да? Это одно из, наверное, самых важных направлений нашей работы. Профилактика экстремизма, терроризма. У нас целый отдел в министерстве занимается, и у нас есть созданная в министерстве рабочая группа, люди, которые отслеживают социальные сети, которые отслеживают различные электронные СМИ, каналы на каких-то, значит, видеоресурсах, там, YouTube и так далее. Вот, да, 32 публикации с начала этого года – это те, которые, на наш взгляд, содержат признаки экстремизма. Мы направляем эту информацию, буквально вот скрины страниц, комментариев и так далее, в прокуратуру республики. Дальше проводится прокуратурой соответствующая работа и в Центр профилактики экстремизма в МВД, лингвистическая экспертиза и так далее, и так далее. Это уже их часть работы. Ну, это важнейшая вещь, потому что она касается безопасности, она касается жизни жителей нашей республики. Вот. И такая работа ведется не только нашим министерством,
Вот мы говорили о комитете по делам молодежи. Там тоже есть группа, так называемый киберпатруль, который этим занимается. Вот. Тут очень важна профилактика. Я об этом уже говорил, и сегодня, вот, пользуясь эфиром, хотел бы сказать нашим молодым людям быть очень внимательными к тому, что вы пишете. Иногда неосторожное слово, какой-то комментарий может человеку стоить будущего. С 2014 года по конец 2017 года у нас в республике 26 человек осуждено по статье 282, часть 1, за, значит, оскорбление по национальному, религиозному и так далее признаку. И в большинстве это люди, которые думают, что вот я сижу дома на диване с телефоном в руках, что-то пишу, и ко мне не придут и не постучатся. Очень даже придут и постучатся. А потом, даже если это будет какой-то денежный штраф или исправительные работы, или условный срок, а не реальное лишение свободы, очень хочется, чтобы у молодых людей было понимание. Вы, когда пойдете на работу устраиваться, любой приличный работодатель обязательно попросит: а принесите ко мне справку из МВД, что у вас нет судимости. А когда вы принесете справку, что вы были осуждены по вот этой статье, я вас уверяю, что очень будут большие у вас проблемы с трудоустройством в какое-то приличное место. Поэтому нужно думать конечно. о том, что пишут молодые люди. Хорошо, еще вопросы, коллеги? У меня вопрос. Вот я очень часто разговариваю с людьми, снимая определенный телепроект, с людьми, которые приехали в Осетию впервые и вообще на Кавказ тоже. Они делятся тем, что до поездки у них существует очень много стереотипов, из-за которых они иногда даже боятся ехать на Кавказ и в Осетию. И при этом мы очень часто можем слышать про то, что говорят про туристический потенциал. И вот какой у Осетии имидж на российской межнациональной арене? Имидж Осетии хороший на межнациональной арене. Я думаю, что вот действительно это стереотипы и часто страхи ничем не обоснованные. Поэтому имидж тоже нужно формировать хороший. Абсолютное большинство туристов, которые приезжают в Осетию, себя чувствуют вполне комфортно. Они встречаются с улыбчивыми и радушными людьми. Вот. И, конечно, нужно поддерживать этот положительный имидж. Это касается, наверное, всех. И тех, кто встречает своих гостей, и тех, кто случайно встречается с приезжими в республику. Нужно, наверное, просто быть самим собой. Не нужно никакого подобострастия перед приезжими, особенно иностранцами. И не нужно напускной грубости. Вот. Некоторые стремятся такое произвести брутальное впечатление, значит, таких жестких кавказцев. Вот, мне кажется, нужно просто так, как у нас в республике всегда было, по-доброму относиться к добрым людям. И я думаю, что этот имидж положительный будет сохраняться. Количество туристов растет. Наверное, более компетентно сотрудники комитета по туризму на этот вопрос бы ответили. Но я знаю, что количество туристов растет. Интерес туристический к Осетии тоже растет. Сейчас очень много новых каких-то видов или форм туризма. Есть гастрономический туризм, есть там какой-то экстремальный туризм. Для всего этого у нас есть замечательные условия. Я надеюсь,
если вот то, о чем мы говорили перед этим, профилактика терроризма, экстремизма и борьба с этим злом будет вестись эффективно, то, конечно, будет увеличиваться и туристический поток, и чем больше людей здесь побывает, тем больше людей они приведут следом за собой, делясь своими впечатлениями в блогах, живьем и так далее, и так далее. Вот. У нас на самом деле есть все для того, чтобы мы это направление жизни, экономики нашей развивали. Спасибо большое. Еще вопросы? Давайте, пожалуйста. Алена Джоева, газета «Владикавказ». Аслан Аркадьевич, как вы знаете, у Северной Осетии складываются довольно тесные взаимоотношения с Ираном. Вот в частности, в декабре прошлого года на конференции в Сагуме были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, образования. Реализуются ли уже какие-то проекты и в дальнейшем возможно ли развитие отношений в других сферах, может, в экономике, например? Конечно, возможно и нужно. По большому счету, вот это основная цель развития внешнеэкономического сотрудничества. А так проекты реализуются. И сейчас, буквально вот несколько дней, мы тоже какие-то интересные идеи обсуждаем. Пока не хочу озвучивать, наверное, когда до реализации дойдет, то увидим, что получится из этого. Пока проекты культурные, образовательные. Есть договоренности о том, чтобы, значит, наши студенты ездили в Иран на стажировки, чтобы они там учили язык. Есть договоренности о том, чтобы мы принимали студентов из Ирана здесь у нас в республике. Есть интересные какие-то проекты научного сотрудничества. Ну и, конечно, такой культурный обмен различными коллективами творческими. Вот. Это все у нас в планах есть. И очень живой интерес проявляет иранская сторона. Мы несколько встреч уже провели. Могу сказать, что такими довольно частыми гостями, если говорить о посольствах разных стран, становятся у нас именно сотрудники иранского посольства. Они неоднократно к нам приезжали. Мы создали в прошлом году общество российско-иранской дружбы. Здесь у нас в Осетии, я могу сказать, что во всей Российской Федерации такое общество есть одно в Санкт-Петербурге, и второе вот мы открыли здесь у нас в Осетии, и есть определенные планы. Вот. Будем потихонечку их реализовывать, конечно. Здорово. Еще вопросы? Тогда я спрошу, раз мы уже говорили, ушли за рубеж. А вот есть ли у вас такое тесное сотрудничество с нашими осетинскими диаспорами, которые проживают за рубежом? Те, что не в России, не в стране, а вот именно за границей, за рубежом? Ну, я думаю, вот тот проект, который мы с 2015 года реализуем, этнолагерь «Аланский след», наверное, он хорошо всем известен. Мы приглашаем в Осетию представителей осетинских диаспор из-за рубежа. В прошлом году это были представители Латвии, Франции, Венгрии, Казахстана, Таджикистана, и Турции и Грузии. Вот, по-моему, не забыл никого. В этом году, конечно, будет продолжение этого проекта. Участники этнолагеря в прошлом году встречались и с главой нашей республики, и с президентом Южной Осетии. Такую вместе мы провели встречу в очень таком знаковом месте, в доме-музее Коста в Наре. И они тогда обратились к нашим руководителям с просьбой, чтобы этот проект был более масштабным. Вот. И мы тогда дали обещание, что в этом году мы организуем 2 потока. И мы запланировали в прошлом году средства для того, чтобы провести более масштабно этот проект. И сейчас как раз вот мы занимаемся его организацией.
последние 10 дней июля будет первый поток, и первые 10 дней августа будет второй поток. К нам снова соберутся осетины из-за рубежа. Мы каждый раз просим, чтобы это были молодые люди, те, которые еще не были в Осетии. Мы организовываем для них очень насыщенную программу. Иногда они даже жалуются, что у них мало свободного времени. Это и встречи с какими-то интересными людьми, и экскурсии по Осетии. Это и мастер-классы по выпечке осетинских пирогов, и танцам осетинским мы их учим. Вот. 3 дня они будут на юге Осетии, 7 дней они будут на севере Осетии. Да. Вот. Ну и кроме этого, конечно, мы все время с ними на связи, с нашими диаспорами. Мы регулярно общаемся и созваниваемся, и проводим видеоконференции. Последний раз вот в этой студии 9 мая мы общались с нашими земляками из-за рубежа, ну и из других субъектов Российской Федерации. Поздравляли друг друга с праздником, рассказывали о жизни, о новостях и так далее. Да. Делились полезной информацией, да? Это хорошо. Ну, давайте теперь еще вернемся к пригородному району, не будем его совсем обходить стороной. Мне бы хотелось вот очень простой вопрос задать. Разработана ли и существует какая-то программа социально-экономического развития, в принципе, пригородного района? Когда-то давно была такая программа разработана, под которую не было необходимого финансирования выделено, осталось на бумаге. Вот. Потом, помните, очень так живо, активно тема социально-экономического развития пригородного района в виде какой-то отдельной целевой программы обсуждалась. Я могу сказать, что на самом деле не было никакой программы. Идея такой программы была, но наиболее сложный, наверное, вот по целому ряду характеристик пригородный район и не менее сложный Моздокский район. Вот. И в целом, значит, тогда главой республики было предложено разработать программу социально-экономического развития республики в целом. Вот. Но сегодня, значит, вот практика последнего времени показывает, что вообще на федеральном уровне вот такого рода федеральные целевые программы не принимаются уже. Несколько другой формат поддержки. И, значит, было дано поручение подготовить перечень наиболее важных объектов, которые необходимо построить. Это объекты, в первую очередь, социальной сферы, это объекты инфраструктурные, это коммуникации, это дороги, водопроводы, это, значит, такой большой список был подготовлен, и, значит, было дано президентом страны поручение Министерству экономического развития, Министерству по делам Северного Кавказа, Министерству финансов. Вот. И я могу сказать, что вот в этом большом перечне почти четверть объектов – это объекты, которые расположены в пригородном районе. Вот. То есть внимание к нему будет. И сегодня вы знаете, что начинают строиться детские сады, и школы, и амбулатории, и физкультурно-оздоровительные комплексы очень активно в республике. И, конечно, пригородный район в центре внимания, несомненно. Хорошо, спасибо. Но вот мне режиссеры подсказывают, что у нас время подходит к концу. А я вот вас хочу еще спросить. Вот я вас слушаю, понимаю, что быть министром очень тяжело. А у вас вообще остается время на научную работу, на работу, которой вы, в принципе, всегда занимались? Как это? Или получается все-таки как-то удачно совмещать? Нет, вот удачно совмещать не получается. Чем-то приходится жертвовать. И, конечно, вот эта работа, которой я сегодня занимаюсь, она отбирает практически все время. На науку времени точно не остается, к сожалению.
Ну, очень жаль, но думаю, что все еще впереди, все будет хорошо. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Еще раз вас благодарю. Коллеги, вам спасибо за работу. А у нас на этом все. Это была наша реакция в нашей редакции. Увидимся.